Разбитое состояние дороги по улице Крупской, ведущей к поселку Аркаим, долгое время оставалось одной из самых обсуждаемых тем в интернет-сообществах нашего города. Маршрут через железнодорожный переезд является единственным ведущим напрямую в город, и ежедневно почти 3500 человек, именно столько составляет население поселка, приходилось преодолевать данный участок на пути к месту работы или в школу. Езда по ухабинам приводила к преждевременному износу ходовой части не только частного, но и общественного автотранспорта, что регулярно вносило коррективы в размеренный темп жизни жителей поселка. Для справки, асфальтобетонное полотно на этом месте не подвергалось полной замене с 1986 года. Посредством проведения локально-ямочных работ проблему удавалось устранить лишь на время, и ежегодно ситуация повторялась. В этом году масштабные работы по благоустройству городских территорий не обошли стороной и этот проблемный участок. Подрядчиком на проведение данных работ был определен Сибайдорстрой. Ремонт дороги уже ведется и обещает завершиться в самое ближайшее время. Данный участок, значит, 600 погонных метров, шириной 4 с лишним тысяч квадратных метров. На данный момент, значит, выполнено уже у нас порядка 80%. В целом, значит, уже 8-й рабочий день. В течение 10 рабочих дней мы сделаем это. На определенном этапе проведения работ для движения автотранспорта оставалась доступна грунтовая объездная вдоль рядов гаражей, располагающихся в непосредственной близости от дороги. Примечательно, что продвигаться этим маршрутом некоторые автомобилисты предпочитали еще до введения ограничений. Во вторник, 22 августа, водителям для того, чтобы добраться до места, приходилось огибать уже весь гаражный кооператив. А сегодня на финальной стадии работ был полностью перекрыт переезд по улице сельхозтехники. Нормализоваться движение автотранспорта предположительно должно уже завтра, в течение рабочего дня, когда дорожниками будут закончены все работы на данном объекте. Движение пойдет, значит, через элеватор. Межрайбаза, нефтебаза. Не знаю, возле Камагана, вот такое вот движение, через элеватор. 2 дня, я думаю, люди потерпят, зато потом будут ездить хорошо. Отметим, что проведение ремонтных работ не только служит удобству жителей поселка Аркаим, но также отвечает нуждам горожан, проживающих в непосредственной близости от обозначенного участка дороги. Однако, как выяснилось, одним лишь обновлением проезжей части проблемы жителей окраины не решаются. Я проживаю по этой улице, у нас здесь все проживают молодые семьи. Хорошо, конечно, спасибо, что сделали асфальт, дорогу. Хотелось бы, чтобы еще сделали тротуарную дорогу для пешеходов, потому что в каждом доме живут по 2, по 3 детей, у всех маленькие дети. Естественно, на нашей улице даже нет воды, у нас проблемы с водой, мы ходим на другую улицу. И это очень тяжело, тем более это основная дорога, которая выходит с Аркаима, большая трасса и проблема передвигаться за водой и по автобусным переходам. Согласно полученным комментариям, расходы на подобные проекты закладываются в годовой бюджет в зимний период. Напомним, недавно мы выпускали сюжет, в котором рассказывали о строительстве долгожданной пешеходной дорожки по улице Белова перед 10-й школой. Остается надеяться, что просьбы жителей улицы Крупской также будут услышаны. Ринат Музафаров, Радмир Асингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.